Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Стремительные перемены в вашей жизни. Что уже летит и врывается в вашу судьбу. Загадайте, пожалуйста, на себя, на перемены и на самое ближайшее будущее. Давайте посмотрим, что же это будет, в чем вам ждать перемен, как это все будет происходить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, к вам кто-то спешит. Ой. Аж ноги заплетаются. Здесь какой-то человек буквально бежит со всех ног в вашу сторону. Человек, который по вам очень сильно соскучился. У человека на спине как будто бы огромная такая... Нет, это не ваза, это какой-то кувшин. Доверху чем-то наполненный. Бежит, к вам кто-то бежит. Бежит и врывается в вашу жизнь. Встреча. Вас ждет встреча. Вы то ли одиноко себя чувствуете, то ли вы как с человеком, возможно, навсегда попрощались. А видите, он возвращается, бежит к вам. Готовьтесь к встрече. И эта встреча, она действительно станет такой прям серьезной переменой, потому что человек не с пустыми руками придет. У человека что-то есть для вас, либо человек что-то приготовил для вас, хочет чем-то поделиться, может, заработал что-то, и вот он возвращается. Очень это будет все неожиданно. Здесь прям сердце так учащенно бьется. Да, к вам кто-то идет, бежит, спешит, торопится и буквально врывается в вашу жизнь. Когда этот человек появится, прям фейерверки показаны. То ли действительно будут фейерверки, то ли это такие острые, прям яркие ощущения, подобные фейерверкам. Прям над душами у вас взрываются. Дальше еще одна перемена. Тут вы какую-то змею прям за шею схватили и душите ее. А она вот прям, знаете, в полуобморочном состоянии находится. Как в ваших руках окажется будущее какого-то недоброжелателя, либо даже врага. И у вас такой соблазн просто придушить ее до конца. Но с другой стороны, выбор остается за вами. Здесь картинка открыта. Открытое будущее. То есть вот что вы решите, то и будет. У кого-то действительно вот прям стопроцентные шансы навсегда рассчитаться, либо покончить с какой-то змеей, ядовитой, я так понимаю, змеей в своем окружении. Потому что эта змея, видите, она справа, она на вашей стороне. А вы ее прям душите, в полуобморочном состоянии находится. Ну вот так получится, да, так получится. Если она на вашей стороне, значит, это какая-то попытка в очередной раз на вас напасть, укусить, спутать вам карты, как-то навредить вам. Если раньше вы как-то прощали, вы как-то не обращали внимания, то в этот раз, скорее всего, так прям разозлитесь, схватите за шею и вот прям будете душить. Да, эта змея ей явно не поздоровится, и такого она от вас 100% не ждала. Дальше. Человек на букву В. А вот это интересно. Если это мужчина, то этот человек вам что-то подарит. Причем подарит, ну вот не ждали, вы, может быть, давно знакомы, и этот человек никогда не был замечен в щедрости в отношении вас. Может, в отношении всех, да, никогда никому ничего не делал, не дарил, не помогал, не участвовал. А тут на тебе, вам что-то дарит. И это такой прям запоминающийся момент. А если это женщина на букву В, то эта женщина вам тайну откроет. Причем такую тайну, от которой вас и мурашить будет, и вы будете ходить вот так прям, вздрагивать и думать, да как так, как такое вообще возможно. Да, какую-то прям серьезную тайну вам откроет. Но она вам всю правду скажет. Вот как оно есть, так она вам и скажет. Человек на букву В, ну, буквально меняет вашу реальность своим действием, поступком, либо словом. Кстати, тайна, если она
даже страшная, но она какая-то важная, полезная, и этой информацией можно воспользоваться. Нужно, и вы, конечно же, это сделаете. Дальше вам вручают какой-то кубок, но кубок такой мелкий, да, кубочек. И вы так смотрите и думаете, вот ничего себе, да, вот как так, другим такие огромные кубки вручают, а мне вот какую-то мелочь, да, какого-то карапуза дают. Но не спешите ругаться, не спешите расстраиваться. Слышали такую поговорку? Мал золотник да дорог. Вот ваш кубок, он хоть и маленький, но он дороже всех остальных, либо важнее всех остальных. То есть какая-то ценность, которая измеряется не размером, а скорее всего качеством, либо что за этим кубком лежит. Да? Вот, не расстраивайтесь, не ругайтесь. Примите, порадуйтесь, потом все поймете, все узнаете. Дальше показывают мужчину. У мужчины крылья за спиной вырастают от какого-то предложения, либо от какого-то разговора. Возможно, это разговор с вами. Да? А с вами мужчина поговорит, а давай-ка мы все сначала начнем. Либо давай-ка мы вместе что-то сделаем. И у него прям крылья вырастают. Он прям такой радостный, он такой счастливый. А у кого-то отыграется, что не вы говорите, а говорит кто-то другой. И, например, мужчине что-то предлагают. Там, деньги, заработки, работу. Может быть, что-то еще другое. И у мужчины прям от этого крылья за спиной. Выражение счастья на лице. И вот эти искорки счастья в глазах. Таким счастливым вы его еще не видели. Ну, лиха беда начала. Я вижу, что у мужчины там еще и конфеты будут. Но до конфет нужно будет дотянуться. Постараться, конечно же, и дотянуться. Дальше показано, что вода потушит пожар. Пожар обычно это какая-то беда, неприятность, скандал, ссора. А вода это как разговор, это слова. Может быть, кто-то вмешается, а может быть, правда откроется, да, и люди поймут, что зря они ругаются, что никто ни в чем не виноват, виноваты вообще какие-то третьи лица. Но это тоже будет очень неожиданно, очень своевременно и очень полезно, то, что вода прольется и этот пожар потушит. Письмо в ваших руках. Как, знаете, билет в другую жизнь. Вот я не знаю, как по-другому сказать. Для вас это действительно как билетик, счастливый заветный билетик в новую жизнь. Но это письмо. Письмо может быть как и вот по старинке, да, на бумаге, в конверте. И также может быть электронное письмо. Такое письмо вы точно не ждали. Вы, возможно, даже и не представляли, что такое бывает. Но вот оно в ваших руках. Вы не совсем понимаете, что с ним делать, куда бежать, кому показывать. Но вы понимаете, что это билет в вашу новую жизнь. Но очень необычно показано. Письму радуетесь, как ребенок на новогодней елке. Ну, либо на дне рождения. Да, вот там вы подарок заказали, и вам этот подарок дарят. Либо что-то лучше даже, чем то, что вы просили. Такое письмо у вас в руках. Дальше волны. Волны, волнения, переживания, эмоции. По поводу какой-то ситуации будете волноваться, либо по поводу каких-то людей, которые попали в не очень приятную ситуацию. Буквально мне идет, что вы их через волны ведете. То есть вы либо на телефоне будете сидеть и их консультировать, что делать, что говорить, куда идти, куда двигаться. Либо вы будете в курсе событий этих людей, и вы будете молиться за этих людей. Да? Кто-то будет молиться, и вы через волны проведете. То есть мне вообще показывают двух людей, которые только лишь благодаря вам смогут спастись. Да? Их корабль не утонет, а все эти волны переплывет и в штиль войдет. Ну, хороший знак. Черепаха, на ней человек не сидит, но лежит. И черепаха добралась до двери, довезла этого человека. Я вас поздравляю, срок ожидания вышел. Либо тот, кого вы ждали, тот, от кого вы ждали действий, наконец-таки приступит, да, к обещанному. Смотрите, если это касается вас, то вы, наверное, уже даже задремали на этой черепахе, потому что очень долго развивались события. И вот вы с удивлением замечаете, что вот же эта дверь заветная. Я наконец-таки у пункта назначения. А если это кто-то, то человек, скорее всего, занимался какими-то другими делами, очень медленно занимался, и до вас не доходила очередь. А тут раз и все. И вот он момент, как звездный час, очередь дошла,
И в это сложно поверить, и есть сомнения, но это происходит. Да? Черепаха у двери уже находится. Дальше вас показывают как такой прям драгоценный камень, который очень сильно сияет и блестит. Вы для кого-то, либо в глазах кого-то, вот как этот драгоценный камень. Человек аж так, знаете, глаза протирает, говорит, не могу поверить, неужели это правда? Либо так сияет, так блестит, аж глаза режет, болят. Для кого-то вы откроетесь как драгоценный камень, как очень талантливый, перспективный, выдающийся человек. Но у кого-то отыграется, что на вас обратят внимание, действительно обратят внимание. Вот до кого-то дойдет, наверное. Либо до вас дойдет очередь, да, вас могут рассмотреть. Я вам скажу, это хорошее начинание. Вы наконец-таки как будто бы начинаете свою жизнь жить. Раньше вы как в тени всегда были, вас и не видели, и не замечали, а теперь вы выходите на главную сцену, на авансцену. И теперь дальше у вас все по-другому будет развиваться. Это события судьбы. Дальше у вас показана стрела, которая буквально, ну вот ей прицелились, но стреляют в небо. Что-то судьба для вас наметила, что-то такое, что будет прорывным моментом в вашей жизни. Таким резким, неожиданным, но вам бояться нельзя. Судьба вас, как стрелу, запускает буквально вот в небо, да, потому что цель, она высоко находится. Здесь что-то будет происходить независимо от вас. Вот все будет складываться по какому-то сценарию судьбы, а вы просто как исполнитель, да, как актер, но актер главной роли. Ничего не бойтесь, будьте готовы ко всему, знайте, что плохого не случится, наоборот, случится что-то очень и очень хорошее, что не могло случиться при других обстоятельствах. Большой глаз. За вами кто-то следит, либо следил очень давно, и этот человек решил раскрыть свою личность. И причины, почему следит, и кто он такой, кто она такая. Для вас это очень необычная ситуация. Да, вы чувствовали слежку, возможно, вы даже знали, что за вами следят, либо не знали кто, либо не знали почему. Но теперь человек все вам раскрывает, как карты показывает. И вы знаете, вы не против. У вас нет отвращения, у вас нет ужаса. Наоборот, вы как-то думаете, ну зачем нужно было следить, там можно было просто подойти и поговорить. Да, какую-то причину вам называет. Морской конек с левой стороны, и причем такой прям крупный, большой. Морские коньки — это знаки удачи, каких-то невероятных событий, стечения, да, уникальное стечение обстоятельств, в котором вам суждено оказаться. Вы буквально под этим морским коньком, он вас полностью как закрывает собой. Вот говорят, случай помог, да? Случай помог. Так бы ничего не получилось, а случай помог. Вот у вас несколько раз такая ситуация повторится. Это не само везение, это не сама удача. Это именно какое-то очень оптимальное стечение условных и обстоятельств. Да? Крайне редко оно бывает в жизни у людей, когда человек говорит, вот в нужном месте, в нужный час. А у вас как дважды это произойдет. Морской конек прям, да, решил отыграться на вас. Ну, не отыграться, конечно, но как-то вот поучаствовать в вашей жизни. Мужчина и женщина, между ними раскол. Причем, несмотря на усилия женщины, мужчина, ну вот как с вещами на выход показан. Кто-то разойдется, кто-то разведется. Это с левой стороны, это не вы, да, не вы с кем-то разводитесь, расходитесь, это какие-то знакомые вам люди, те, кого вы знаете. И я вам так скажу, эта ситуация, она к лучшему. Почему? Потому что вот они как пара были очень токсичными с друг другом, и друг другу разрушали и нервную систему, и здоровье, и вообще, в принципе, жизнь. А теперь они расходятся. Ну, там ссора, скорее всего, очень сильная произойдет. И вот окончательно они расходятся.
окончательный. Ну, если это была как треугольная ситуация, да, семейный треугольник, любовный треугольник, понятное дело, что вы в выигрыше. А если это ваш, например, родственник, и вы видели, что там постоянно какие-то драки, ссоры, скандалы, то как бы вы даже порадуетесь, скажете, ну, слава богу, это все закончилось, потому что люди друг другу, ну, реально не подходили, а, ну, все могло случиться, да, могла и беда произойти, а теперь они расходятся. Как-то, знаете, быстро это все произойдет. Да так быстро, что удивительно будет. То тянули, да, время шло, а тут раз, и вот все, разбежались. Дальше стремительно в вашу жизнь ворвется вот как волшебная палочка. Нет, это не палочка, это какой-то инструмент. Какой-то новый инструмент, благодаря которому можно камни разбивать. Камни. Ну, может быть, это условно, да, камни, проблемы, решать проблемы. Камни — это препятствия, это застой. Вот у вас какой-то инструмент появится. Ну вот я могу пример привести, ну вот то, что мне приходит в голову. Вы, например, там, пусть будет мастер маникюра, и у вас появится новая там машинка, которая там помогает снимать там, что опил делать, снимать. Я далека от маникюра, поэтому я только могу предположить. И благодаря этому к вам люди пойдут. Благодаря этому вам легче работать, быстрее работать, да, как-то качественнее, эффективнее. У кого-то, например, появится, может быть, что-то технологичное, да, там, не знаю, новый компьютер, благодаря которому вы можете брать более сложные задания, вы можете усовершенствовать свою работу. Ну вот как инструмент мне идет. Может, вы уже обдумываете, либо вы уже заказали, да, и вот, пожалуйста, появится, и вы прям порадуетесь, либо будете все время ходить и радоваться, что наконец-таки у вас это есть. Дальше стремительная перемена. Возможность получать какие-то выплаты, оплату, вознаграждение. Нет, ну это не оплата, это больше на выплаты похоже, как пособие, как льготы, как какая-то компенсация денежная. Некоторые люди об этом знают, но почему-то об этом молчат. Но вам эта информация не просто раскроется, а вас даже туда пригласят и позовут и скажут, что а вы же тоже имеете право. Либо почему вы не подаете документы, уже там все ваши соседи получают, а вы еще не пришли. Вы так сильно удивитесь и, конечно же, пойдете. Вот вижу, что-то будете оформлять, либо подавать какие-то заявления, и вам очень быстро все сделают. Вот быстрее, чем другим. Ну, наверное, потому что все уже сделали, и там нет особой очереди, либо нет загруженности. Но вот что-то вы будете получать. Это, понятно, не для всех, но у кого-то прям 100% отыграется. Как новые деньги у вас появляются. Дальше стремительно. Ну вот в паре мужчина стремительно подстраивается под женщину. Он такой прям удобный становится. У женщины напряжение идет. Женщина такая не поняла, а что это значит? А почему он таким стал? Он что-то задумал, он хитрит, он мутит. А на самом деле, девочки, он просто очень сильно боится вас потерять. И поэтому он начинает понимать, чего вы от него ждете и хотите. И он хочет соответствовать и удовлетворять ваши запросы и потребности. Поэтому он так себя и ведет. То есть не напрягайтесь. Может быть, как мужчина не совсем, да, еще до конца меняется, но он в правильном направлении. Никакого обмана, никаких ширм я не вижу. Наоборот, я вижу желание вам, искреннее желание угодить, искреннее желание соответствовать и страх, что он вас потеряет. Да, что вы там прогоните, пошлете, другого себе найдете. Ну, либо, в принципе, да, закроете за ним дверь. Вот, поэтому он вам угождает. Надо его поощрять за это. Ну, по крайней мере, как-то поддерживать, подбадривать, да. Пусть не сдается, пусть дальше продолжает меняться. Почему-то испугается, либо уже испугался, что может вас потерять. Поэтому так себя и ведет. Дальше. Стремительно и неожиданно. Какой-то вопрос очень серьезный решится. Вопрос, который для вас был как петля. Причем петля такая, суровая.
Петля на вашей шее, я бы даже сказала. Вопрос решится. Но решаете не вы, решают за вас. Но решают честные и благородные люди. Поэтому решение будет очень хорошим и благополучным для вас. Вы от этой петли освободитесь, и это просто замечательно. Дальше летит комета, но она какая-то мелкая, но у нее очень длинный хвост. Это какое-то событие, у которого будет много последствий. Само по себе событие может быть не настолько яркое, запоминающееся, но последствия прям очень серьезные. И я вижу, что этот след, вы под этим следом, да, хвостом кометы стоите, на небо смотрите. И из-за какого-то там далекого, непонятного, странного события пойдут последствия, и эти последствия на вас прольются каким-то благодатным дождем. Вот я поняла. И вы, может быть, и не совсем сначала поймете, что происходит, но потом, когда правда раскроется, вы скажете, ну кто бы мог подумать, что вот из-за каких-то далеких последствий я могу попасть в такую выигрышную ситуацию. Вот именно выигрышная ситуация, очень полезная для вас ситуация. Ну и по итогу вы будете очень рады той комете, которая пролетела. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.